Үтүө күннен күндү саха сире бүгүн эми чеппирдääҕи учураттаах биэрибитин диэхха Академия Успех вместе Success Together корпорация партнердара бэйбит бу сахабыт сирин дьонугар анаан ыытар эфирбитин саҕалыыбыт. Онтон бу неделя сүрдээх үлэлээх оны интериһини уонна түмүктээх неделя астах лорум эхэ тузбэйбер ол курдук буоллааҕанаттан хэттис киһиннэн бриллиант туоха араангатын толордум олонтон наһаа диэн үөрдүм оннотон туоха биире тиэхпин баҕарабын туох диэн тон биир вода туочут камень диэби курдук ди эп оны биири дага өрүлээбик киһи оптаах болар диэби курдук ди ол курдук тон алты сыл бардым эп туоха 5 сылы быһаттому биир академияга хаджаммын онтон хин тугары хитистим дуу диэмин бээмти үөрүнэбин диэхха эп хитигирдик уонна боллагана тон бүгүн биэха ылжыттыыр ота интериһинэй киһи диэхха интериһини иделээх киһи дьукускай куораттан туоха кини идете холобара болна парфатолог уонна туоха интегративный медицина специалиһэ иделлер хайдагара бу биһиги туоха корпорация бу таргатар дьоҥҥа тиэрдэ хатыыр продукциятын кытар олус хитимнээх курдукмун көрөбүн ол туһунантон бээтэ эне сихили чуйбаатык кипсиэҕэ туоха Анна Дмитриевна Андреева туох Благомед клиника генеральный директора терапевт брас профпатолог туоха ультразвуковой диагностика браха интегративная медицина анал специалиха кинеха дьа билигин тылы берехайын Анна колбунагын Ihiller da. Aha, ihiller. Köstebin? Hoch ekran kolba. Aha. Kaç? Tuh. Aha, ja. Köhünün. Sebesi bir de tüyeki henne? Tüyeki henne. Aha. Ondan ja tuha bu ideng tuhunan бу академияга тухатимнäри олонна эн тух холбара сыллах сорукта бу биһэха бу тух академияга келлиң жолтунан махалста сихили кепсиң додьякка. Ну, я, скорее всего, буду рассказывать на русском языке, между русским и якутским, потому что мне иногда бывает трудно переводить термины именно на якутский язык. Ну, и как бы уже привыкла, по медицинскому тухка по-русски разговаривать. Ну, так я пришла в нашу компанию «Клеточное питание». Я в тот раз рассказывала. Может, некоторые слышали, может, некоторые не слышали. Но так как я из государственной сферы уже ушла давно, работаю в частной сфере, поэтому мы с моей правой рукой Ниной Христофоровной очень часто думаем, чтобы внедрить в нашу компанию, чтобы наше население было здоровее. У нас клиника занимается медосмотрами, и вот, например, представьте себе, человек проходит медицинский осмотр трудоспособного возраста, да, мужчина вот 35-40 лет, и по состоянию здоровья он не годен на эту работу. Обидно же? Обидно. Обидно и за себя, и за здоровье этого человека, и за него тоже обидно, да, что он за здоровьем не следит. Поэтому мы всегда думали, чтобы внедрить. Я узнала про клеточное лечение, которое сейчас внедрено, ну, в медицину, в стандартную медицину, и подумала, наверное, есть и клеточное питание. Начала искать информацию, там про интегративную медицину информацию нашла, и начала по этим вопросам копаться, и как раз мне звонит мама. Она говорит, ты слышала что-нибудь о клеточном питании? Я говорю, опа. Я говорю, да, слышала. Я как раз ищу, говорю, информацию про это. Ага. Она говорит, вот в Верхневилюйске есть Елизавета Мукчанова. Она вот уже несколько лет занимается клеточным питанием, у нее очень хорошие результаты.
Я говорю, да, давай информацию отправляй мне. Мама мне вот отправила про нашу компанию «Успех вместе». И я начала... Ой, звук ушел. Анна. Хиллер доллар я хабар, да? Звука. О, звука нету. Ага. Сейчас есть? Анна, еще Слышно, раз. да? Теперь слышно. Слышно? Ага. Ага. И вот я начала изучать и другие компании, и компанию «Успех вместе». Начала изучать, почему именно «Успех вместе», чем оно отличается от других, потому что и те в основе лежит, наверное, дигидрокверцетин, да? Ну, именно вот в компании «Успех вместе» у людей результаты эффективнее приема вот этой продукции. Ну, и для себя я пришла к выводу, то, что именно вот продукция в том виде, в каком она нам подается, в виде вот суспензий, жевательных капсул, оно дает быстрее эффект. То есть, когда вы жуете, когда вы проглатываете, в ротовой полости очень-очень много сосудов, особенно под языком. Недаром же говорят врачи, да, у кого давление, засуньте эту таблетку под язык и подождите минут, пока рассосется, потом подойдете давление мерить. Да, это как внутривенное действие. То есть наша продукция сразу всасывается в сосуды и тем самым быстрее доставляется до наших органов, до наших клеток, и тем быстрее оно начинает действовать. В других компаниях, да, у них капсулу нужно разжевать, пока оно дойдет до желудка, пока рассосется эта капсула. Потом продукция дальше пойдет по тонкому кишечнику, она уже тогда начнет всасываться, и в зависимости от того, в каком состоянии у человека желудочно-кишечный тракт, эта продукция начнет действовать где-то через 6, через 12 часов, может быть и через 24 часа. И энное количество выводится все-таки через желудочно-кишечный тракт. Поэтому то, что вот мы кушаем, да, больший процент всасывается. И действие, эффект как бы быстрее действует на продукте. Я решила вступить в него, потому что моя мама уже к этому времени уже начала принимать. У нее очень хорошие результаты появились. Какие? И, вот, например, у нас болело горло у мамы. Очень долго, 3-4 года. Мы обошли всех практически лор-врачей в городе. Она столько антибиотиков выпила, столько лекарств мы выпили. Эффект дают, но временный. Как только холодный воздух она почувствует горлом, все начинает опять горлышко болеть. И вот она начала питаться, и на третий день она звонит мне, уже не жалуется на горло. Я говорю, а горло у тебя болит? Она говорит, нет, у меня прошло. Странно. Горло прошло? Она говорит, да, прошло. Потом у нее прошли боли в коленном суставе, которые тоже беспокоили где-то года полтора. Постоянно она примочки делала. Потом остеохондроз грудной прошел. И вот недавно, летом, она заметила, что у нее рассосались узлы. У нее был узловой зоб, многоузловой, из-за того, что узлы находятся внутри. Иначе бы мы давным-давно оперировали бы. И вы знаете, что у таких людей шея, она толстая, как вторая шея здесь. А мама мне показывает свою шею. Красивая шейка. Вообще никаких этих... И она еще сбросила вес. Она была 75 килограмм, а сейчас стала 60 килограмм. И чувствует себя бодрой, легкой. И уже, конечно, суставы уже даже не болят из-за того, что вес не давит. Вот. И меня это очень обрадовало, и я начала изучать, помимо того, что я начала тоже сама кушать. Но скажу, что я 2 месяца вот тогда принимала, и эффект у меня был слабенький, да, потому что как бы
Ну, у меня по роду своей деятельности, у меня очень сильные головные боли, мигрень есть, да, и я очень быстро устаю и плохо сплю. Вот это вот у меня не прошло, но я более-менее успокоилась. То есть нервы успокоились, скажу так. А сейчас вот и 3 месяца я не пила, и вот начала принимать, и эффект сразу появился. Я очень хорошо сплю. У меня такого давно уже не было. Я высыпаюсь, я просыпаюсь уже бодрой. Такого у меня тоже очень давно не было. И самое главное, что мигрень у меня отступила. Да. Мигрень меня беспокоит с подросткового возраста. Да, это неизлечимое заболевание, купируется только специальными таблетками. Считается, да? Сейчас вот, например, у меня мигрень уже не беспокоит. Даже вот то, что вот предвестников мигрени у меня уже нет. Чему я очень рада, потому что такой светлой головы у меня давно уже не было. А вот Вот насчет вот узлов, вот мама какие вот препараты принимала, вот то есть вот продукции. она Вот из насчет продуктов зоба. практически Вот. все потихоньку принимает. Практически. Она начала день-ночь, шоколад. Она очень любит омегу, неоинулин. И по мере возможности потом уже CBD принимала, кардиовитин принимала. Ну, понемножку из всех этих она уже принимала потихоньку. Ну, скажем так, что все препараты, они на основе дигидроквертитина и арабиногалактана. Дигидроквертитин и арабиногалактан, они на данный момент являются одними из самых сильных антиоксидантов. А что такое антиоксидант? Антиоксиданты – это вещества, которые блокируют свободные радикалы, то есть не дают возможности заболеваниям, вирусам проникнуть в наш организм. Они сейчас очень модное словечко есть закисление организма. И как бы закисление организма говорится в общем, но в каждой сфере, вот в крови, в желудке, в тонком кишечнике есть своя среда. Но, как бы сказать, закисление организма тоже есть. Это межклеточное пространство. Изменяется pH. И вот дигидроквертитин, арабиногалактан играют роль, чтобы вот эта вот среда, она оставалась такой, какой она должна быть. И особенно вот новая наша продукция, вода, да, это вообще нонсенс. Такого нигде нет. То, что вот мы пьем из бутылированной воды, да, это мертвая вода. Мы от него ничего не берем. Даже чистую воду не берем. Но чистая вода все равно должна быть с какими-то этими примесями. Что должно быть для организма с микронутриентами. А этого вот в этой воде, например, нет. И то, что наша компания эту воду выпустила, это вообще хорошо. Даже вместо сока можно детям давать. Постоянно вот его принимать. Но я постоянно изучаю, потихоньку изучаю все все компоненты, какие витамины входят, какое действие, почему, например, при неоинулине люди излечиваются от сахарного диабета, например, да, как действует на гормоны какое-то вещество. Вот, например, есть же болезнь Альцгеймера. Считается, она генетически обусловленная, но и неизлечимая, да. Никто не знает того, что причина развития вот этой генетической мутации лежит в нехватке витамина группы В. Человек вот принимал, да, вот витамин группы В, именно такой, какой ему нужен. Вот, например, развития вот генетической мутации, например, вот не было бы. Поэтому эти вот витамины, микронутриенты, макронутриенты, которые мы принимаем вместе с нашей продукцией, это очень многого стоит. Например, человек, чтобы наша клетка нормально функционировала, человеку нужно в сутки принимать 600 макронутриентов
и витаминов, 600 штук. Сейчас рекламируют средиземноморская диета, где входит большее количество, да, вот этих полезных веществ. Но даже вот эта вот диета, она не дает полноценного наслаждения организма вот ими нашими веществами, вот, которые нам нужны. То есть полноценного питания наша клетка даже от средиземноморской диеты не берет. И поэтому то, что вот Андрей Артурович донес до простого народа, да, вот питание, которое питались только высшие чины, начальство, там, правительство, это очень многого стоит. То есть люди начнут выздоравливаться. Это, как бы сказать, продлевает жизнь, это продлевает молодость, это качество жизни улучшается у людей. Ну, те, которые принимают, они сами уже почувствовали это. Поэтому и людям с радостью рассказывают. Есть, конечно, те, которые говорят, что не верят, но потом все равно до людей дойдет, что это наше будущее, что питаясь правильным образом, мы продлим себе жизнь, продлим себе молодость, улучшим свое качество жизни. Тем более, что наша компания не только здоровье же дает, да, и дает возможность хорошо зарабатывать. То есть два крыла нашей компании. Здоровье и финансы. Так, какие у вас цели? Вот. Я могу сказать, что стандартные это день и ночь. День и ночь содержат в себе именно те комплексы, да, которые нужны. Вот, например, утренняя дозировка дает энергию, дает легкость, дает именно витамины именно в той комбинации, да, которые нужны именно, чтобы человек прожил этот день более энергично, более как бы качественно прожил. А ночная дозировка Success Night, оно именно вот седативного эффекта, да, снимает тревогу, снимает страхи, депрессивные состояния, успокаивает человека, болевые ощущения снимает, и человек хорошо засыпает. Вот. Батончики Success Bar, они тоже как бы для перекуса даны. Они очень вкусные, скажу я вам. Его можно есть и как перекус, или как самостоятельно, например, ужин можно есть. Но я как врач рекомендую все-таки в обеденное время, что нужно принимать именно животные жиры. Мясо. Кто любит соленое сало, пожалуйста, соленое сало. Жирные сорта мяса хотите есть, пожалуйста, кушайте, потому что полностью переходить на веганство нельзя. Поэтому говорят, в обед полноценное питание. Первое, второе, третье, четвертое. Можно кушать. Обязательно масло сливочное, да. Все это нужно для того, чтобы наш кишечник имел свою микрофлору нормальную. Если полностью перейдете вот только на наше питание, да, вот Success, ну вот всех вместе, это к хорошему не приведет. Поэтому рекомендации читайте правильно. В обед кушайте все. И мясо, и жир, и сало в том числе, потому что мы как бы люди севера, и у нас генетически обусловлено тем, что мы должны питаться жирной пищей. Жирная пища – это не повышенный холестерин. Это неправильная догма. Повышенный холестерин у нас из-за углеводов. Раньше у нас предки углеводов очень мало ели. У них было мясо же они ели. Мясо, молочка, травки. Они тем самым выживали, и никаких там инсультов, инфарктов, атеросклерозов сосудов не было. То есть они питались очень правильно. Поэтому жирную пищу, молоко, молочные продукты, масло не забывайте кушать, не бросайте их. И те, кто любит, меня спрашивали вот на консультациях, поэтому я это и говорю, чтобы люди тоже знали, у некоторых, скорее всего, есть такие вопросы, любят есть хлеб. Пожалуйста,
Если любите хлеб, кушайте, потому что дрожжи, они как при хлебопечении, они разлагаются на химические элементы, и они попадают в организм не в виде дрожжей, то есть они не скапливаются. И тем более, что в дрожжах содержится сквален. Так что, если кто любит хлеб, кушайте, но если не в большом таком, целый батон съел, да, кусочек 2 можно. Может. Так, еще какие вопросы были? Ну, в принципе, могу еще ответить, если здесь зададут вопрос. А у вас какие сели вот впредь в нашей компании? А в нашей компании, да, я вот рассказываю, я, наверное, одна из первых врачей, да, которая начала выступать по клеточному питанию. Я не боюсь государственных структур, что они мне по голове дадут, так как у них есть запрет на то, чтобы они, типа вот, кроме лекарств, БАДы и всякие травки не назначали. Я начала выступать из-за того, чтобы люди поняли, да, что они кушают, чего они добьются, принимая вот эту продукцию. Все-таки фитотерапия, она имеет немножко узкую направленность, хотя у них основа одна дигидрокверцетин, но все-таки узконаправленность есть, и я хочу, чтобы люди знали, да, что они принимают и как они принимают, и что будет, если они остановятся, если они перестанут принимать. Есть такие, которые меня спрашивали. Вот я сейчас кушаю, мне станет лучше, у меня анализы улучшатся, и я перестану кушать. Вот вы перестанете кушать, потом перейдете на свою обычную пищу и начнете также питаться вот, практически полухимикатами, которые вот продаются в магазинах. И тогда организм что будет? Опять начнет болеть. Поэтому рекомендуется уже на постоянной основе его принимать, если вы хотите продлить свою жизнь, улучшить свое качество жизни, то я, например, рекомендую, чтобы вы постоянно его принимали. Тем более, что наша продукция, она прошла клинические испытания, и она одобрена Минздравом Российской Федерации. Вот. Этого люди очень хотят, чтобы именно препараты, которые они принимают, были допущены Минздравом Российской Федерации. Так что знаете, что наша продукция, она одобрена Минздравом Российской Федерации, что его можно безопасно принимать. Я как врач тоже советую. На будущее, чтобы люди понимали, да, ну, я учусь вот на врача интегративной медицины. Интегративная медицина – это новое веяние в медицине. Ну, скорее всего, в государственной сфере оно внедрится с 1935 года, но в планах так стоит. Но участники уже развиваются. Интегративная медицина лечит не болезнь, а человека в целом. То есть человек идет, например, на прием, и у меня прием начинается, когда вы родились, как вы родились, какое было скармливание, и заканчивается тем, что вы вот сидите рядом со мной, вы сейчас где живете, где работаете, чем вы дышите, в какой посуде вы кушаете, что вы кушаете, какую воду вы пьете, да, заканчивая этим. То есть прием от часу до 2 часов, например, одного человека будет проводиться, а не 10 в обычных поликлиниках, да. То есть врач интегративной медицины узнает о человеке все с рождения до того, как он пришел вот ко мне. Потом будет перечень анализов специфических, по которым я потом по результатам расскажу, почему у них, например, развились такие заболевания. Вот, например, вот человек с сахарным диабетом. Почему у вас сахарный диабет произошел? Ну, конечно, наследственность есть, а почему у вас развилась? Не у всех развивается, наследственность есть. Вот я могу, у вас, наверное, вот у вас показывает нехватку того-то, того-то, поэтому у вас сахарный диабет и развился. У вас нехватка того-то, того-то, поэтому у вас и гипертония есть, и повышение веса. Я могу порекомендовать, например, как его снижать по схемам. Расскажу по анализам, например, вот на границе находится, да?
у вас вот эти данные на границе находятся, и у вас есть, например, риск заболеть чем-то, чем-то, чем-то. И как его можно предупредить? Конечно, я собираюсь открывать клинику в таком плане, и также я буду рекомендовать клеточное питание, потому что оно мне нравится его действие, и нравятся его эффекты, потому что как бы оно не тяжелое, его не надо готовить, во-первых. С ним не надо никуда ходить специально, да? Заказываете, вам доставляют на дом, вы спокойно сидите, это кушаете, оздоравливаетесь, улучшаете свое качество жизни и молодеете при том. Вот. И вот это тоже буду, например, рекомендовать. Но также могу специальные схемы делать на месяц людям. Поэтому как специалиста по интегративной медицине у меня кабинет откроется. Об этом я дам знать. Но будут и бесплатные консультации. Я никому не отказываю в консультациях. Можете подойти, можете спрашивать, можете по WhatsApp написать. Если у меня есть время, поздно вечером, но я могу ответить. Как смогу, как я думаю, я отвечу. Те, которые у меня были на вот мини-лекциях, они очень многое уже знают, уже как бы у меня уже на WhatsApp спрашивают, что к чему, дальше что делать, потом как делать, да. Ну, то, что есть поддержка именно со стороны медицины, со стороны врача, я думаю, что людей очень поддерживает. Потому что в наше время, да, СМИ особенно все ругают медиков, все вот они столько зарплаты получают, и нас не видят. Мне жалко государственных работников медицинских, честно, потому что они прямо в границах сидят. Шаг налево, шаг вправо, расстрел. А я вот, у меня более широкий круг, спектр, поэтому я могу себе позволить, например, сделать себе такой кабинет и принимать людей, именно лечить не болезнь, а сконцентрироваться на человеке. Вот. Ну и так удобно человеку, например, мне, например, самой, да, удобно было бы пройти человеку, которому я расскажу всю свою жизнь, все свои болячки, она будет меня знать от А до Я буду, например, приходить, анализы сдавать, и она будет отмечать, вот, да, у вас уже хорошо, молодец, делайте дальше. Я была бы, например, воодушевлена тем, что у меня есть поддержка, например, с медицинской стороны. Я думаю, и многие так думают. Потому что то, что вот врачи, когда выступают, очень много людей приходит. А это само о себе говорит о том, что люди хотят услышать слова врачей именно в наших продукциях. Все, да? Ага. Все-таки Михамед и ты барду, Анна. Интереснее кевсятин. Очень было интересно. Ага, и ты не Adam bihin kadro prinsip to kadro bihin bihi kledesin pitana hıjır bulak bitecek. Bihi anatin kadro juga hamit kalamit ayat secara. Консультация курдука калехатенхэп, онтон по анализам у меня еще на стадии договора с лабораторией идет. Но в скором времени открою кабинет. Kadro bihi kledesin pitana habden uza altahım bolla yarasta aje. Блин, хотите... Как витамины, очень хорошо. Я потом дам, знаете, в группах пойдет информация. Барадан арада yok mağaralara bulu. Simbi daha uberden bulanca. Analiz tutardaka. Onu imенно консультация сидяка бетте. Онну колобра алтахыл испеки результатын ден үчүгэй булади. Ол онна колобра көрөккөп можно немножко подкорректировать igen болу в сторону какой-то другой продукции igen деп күндүк.
Еще я расскажу про омегу, потому что у меня очень много вопросов было про омегу, потому что при омеге беспокоит изжога у многих. Я изучила про омегу, да, это самая лучшая омега из черной акулы. Это по всему миру уже известно. Но в силу того, что у человека все равно повреждены же клетки, у кого камешки в желчном пузыре, кто только перенес операцию по удалению желчного пузыря, у кого реактивные панкреаты, с осторожностью принимать омегу желательно не принимать. Принимать другую продукцию, а там и есть продукция с омегами. Потому что как бы усиленно действует, именно питание идет на них же, да? Клетки не выдерживают этого, потому что они же больные еще. Они не выдерживают, поэтому людей очень беспокоят боли и изжога. Поэтому у кого реактивный, у кого желчекаменная болезнь, кто сразу после операции холецистектомии, пожалуйста, вы можете в течение года не есть омегу. Вы потом, когда восстановите вес, можете его принимать. И хочу рассказать. Вот я недавно читала... Насчет сквалена, да? Насчет сквалена, Я читала информацию. Сквалена очень много есть в печени черной акулы. И поэтому в нашей омеге очень много сквалена. Это вот японские ученые выловили черных акул из своего моря и пытались их заразить онкологией. Но ни один опыт не был положительного результата. А почему? Потому что весь организм акулы прямо нашпигован скваленом. Поэтому вот омега тоже, даже если сквалена Т98 нет в продаже, у кого есть заинтересованность в профилактике онкозаболеваний, вы можете омегу кушать, потому что там очень много сквалена. Вот, например, вот такие вот информации я каждый день выуживаю, читаю, да, и могу доносить до людей. Поэтому на консультации можете приходить. Я каждый день очень много читаю, изучаю, и с каждым днем у меня, например, информации может быть все больше и больше. На таких встречах я могу не переповторяться, что такое клетка, что такое клеточное питание, а могу рассказывать то, что вот по препаратам, то, что узнала новенького, да. А у нас препаратов продукции много, и они очень интересные, и поэтому я их с удовольствием изучаю, например. Я вот изучила... Скажите, беременным можно, да, принимать эти питания клеточные? И что лучше принимать? Беременные по общей рекомендации беременным и детям до 14 лет нельзя день. Но люди же принимают, детям дают, и дети выздоравливают. Вот недавно вот позже был про маленького ребенка же, менингитом, где такой потрясающий эффект вообще. Я чуть там не упала. Какой хороший эффект у ребенка, что мать не побоялась, да, и вопреки всей государственной медицине, стандартной медицине, да, дала ребенку этот мистабрейн, и ребенка своего спасла. Вот, и беременным стандартные вот день-ночь можно, потому что там никаких аллергенов нет, там никакой химии нет. Вы можете даже просто эти шоколадки кушать, тем самым улучшая свое состояние и улучшая питание своего ребенка. Понятно, спасибо. Еще у кого вопросов есть? Здравствуйте. Вопрос такой. Где H2O1 вода в парде?
Его на постоянной основе ЕГЭ кагэпту или все-таки делать перерывы? Потому что там же кислотность высокая, 9 с чем-то, 9,3. Но оно восстанавливает микрофлору внутри организма. Вы можете делать перерывы по своему усмотрению. Там нет прямо такого, что постоянно только это. Чона бэвит кетенен көрөмүт иһибитте. Да, вода для каждого не 2,5 литра, как говорится, по стандарту, да, 30 миллилитров на килограмм веса. Считайте для себя свою норму. Столько и воды вы должны пить. Выпивайте. Хорошо, спасибо. Мне дебли грибок тахпандим молочница. Вообще псария, собственно, туара грибковой дахтем понятие лахпан. А, например, он его ощелачивает, убирает, либо наоборот көпөтөрүн туйдирип. А вы можете потом на меня отдельно выйти. Мы потом можем поговорить по псориазу. Там есть отдельные Хорошо, спасибо большое. Препараты именно по кожным заболеваниям. Мактап. Свидай, ты меня кожага прыщичка омега, она не аннулин. Вот у нас, да, органы, через которые выводятся наши токсины, это, во-первых, кожа, желудочно-кишечный тракт, и через почки, и через легкие считается. И то, что вот появляются прыщики, когда вы принимаете продукцию, это нормально. Это вот выводятся именно те токсины, которые осели, например, у вас в мышцах или подкожной клетчатке. Они выводятся. Вы не бойтесь, когда идет кожная реакция. Кожная реакция, она может быть, когда идет зашлакованность организма именно вот в эпидермисе человека. Именно прыщига аста, это не аннулина, он омега севидига. Кишечный тракт, да, это очень хорошо. Это значит, микробиота кишечника восстановилась. Поэтому и прыщики уходят. Потому что прыщики – это наша микрофлора кишечника. Антон, если в организме грибы, да, тогда что помогает из этих препаратов? Ну, кандиде, они разные же бывают. Они же не одной формы. Именно от чего причина? Причина, ты мне надо было, не? Причина-то нельзя понять, например, посев из зева сдали, да? Она обнаружили грибы в посеве. Ну, что поможет, интересно? Антивирус поможет, нет? То есть молочница, да? Нет. Просто посев из зева на чувствительность к антибиотикам. Если, короче, кашляет человек, да? Оно кашля не проходит. Антибиотик, уже второй антибиотик поменяли. Там обнаружили грибы в организме. Как вывести их? Повышать иммунитет и горло полоскайте вот водой. Ага, поняла. Потом антивирус не поможет, да? Повышая иммунитет, вы восстанавливаете микрофлору. Повышение иммунитета, например, кедровитин можете принимать. Это то, что вот кандида там появилась, это из антибиотиков. Из-за этого кашель. Пока эта кандида не пройдет, она не остановится кашель. Потом, если вот воду примет, да, когда пройдет, да, кандидит?
водой полоскать горло, не принимать, а полоскать и выплевывать. Полоскать. И иммуномодулятор. Можете вот антивирусная продукция, она сама по себе повышает иммунитет. Ага, хорошо, понятно. Спасибо. Он Black Tea не хенчеве было, Black Tea имею в виду, Ага, это же как бы природный Black антибиотик. Tea именно вот очень хорош, когда у людей катаральная фолликулярная ангина, только так лечит, потому что направленность есть на стрептококки и стафилококки. Он тоже иммуномодулятор. Я вот гидровитин из-за того, что он иммуномодулятор. Потом покопалась в его составе и узнала, что он очень хорошо влияет на кожу. Мимические морщинки убирает, волосы, у кого редкие, кайыр үннерер, он туғын баттағын кейін состояние выпадения волос и восстанавливается дополнительное. Он иммуномодулятор очень хороший, чтобы не заболеть. Я вместо, например, антивируса принимаю гидровитин. У меня большая плюшка. И мимические морщинки убираете, и волосы очень хорошо потом будут выглядеть. Такие плюшки есть, это их надо изучать потом и рассказывать людям. Неожиданные плюшки. Ответ вопрос тебе курдук. Тенек неделяга ту икеду бир күнү анан тенек бары бите болор. Диханатым. Онтон Анна бәті кабинет арынавын жетеден ыңырда келеңгет мән консультациялық қырын хөпте. Кей баратық барақ бәп бұлайды, онен онлайн маннық лебет испитер маннық. Бәтті, оны көнеген қаян учеттан анан бейақы бары. Деп бәп болуды. Ойындар кейл бақ бай болу. Ем боле келесінің түпәнен нағат біретер болла. Оны токуйдарын әрі жөн байды. Мақта. Ага, киста печени тугыйяк посыби. Тоққа? Киста печени. Киста печени, да? Да. Кимден, Т-98, он нас кваленден именно очень хорошо помогает при новообразованиях ТМХ. Это не обязательно зло, а может быть и добро. Он еще байте красасовый деталь. Он на буханга препарат кальбите де вумен. Вумен была общая кихи тогон организмын гормонын бақтын нормализует. Ведь за счет этого то, что есть образование, они все рассасываются. Я вот, например, вот акция же была, я взяла я на себя холобра. Сейчас я на себе, например, опыт буду делать. У меня есть миома, и я начну принимать. Я знаю, какого размера у меня миома, и у меня есть тиреоидит. Я пропью, например, 6 месяцев, потом заново пойду обследоваться. Миому посмотрю, тиреоидит свой, УЗИ, анализы сдам. Потом расскажу, какой у меня есть результат, потому что я думаю, что Women очень хорошо поможет. Я, например, сквален принимаю. Т-98 сквален как для профилактики день. Я принимала, например. И там очень... у женщины... Вот, чередуя принимайте или вот сразу? Вот, нет, чередуете, да? Их вместе принимать смысла нет. Потому что если... по этим, по дозировкам хочу сказать, рекомендуемая дозировка профилактическая это по одной капсуле 1 раз или 2 раза в день, утром и вечером день. А лечебная дозировка это 2 капсулы 3 раза в день. 3 раза в день. А то, что вот я слышала, в отзывах говорят,
По 3 капсулы 5 раз, по 3 капсулы 3 раза. Организм у нас как компьютер, он имеет свою программу. То есть то, что вы принимаете, он берет себе то, что ему нужно, энное количество, остальное он все выносит из организма. И то, что вот рекомендуемая дозировка вот наших препаратов, продукции, по 2 капсулы максимально, 3 раза в день. Больше этого будет принимать, остальное все будет выноситься из организма. Поэтому деньги, поэтому хочу, чтобы вы с умом принимали, а не просто так в перемешку в кучу и съели. Все-таки препараты нужно чередовать, потому что у них есть основа одна, и практически у всех, например, есть витамины группы В. А зачем их много кушать, если вы их достаточно кушаете? Фитотерапия. А если у женщины... Поэтому потом это, чтобы эффект был лучше. А если у женщины нет матки, да? Рекомендуется сюда вот женское питание? Конечно. Даже не рекомендуется, а нужно. Потому что когда матку удаляют, то женских гормонов не хватает. А вумен, он не только женские гормоны, он весь организм, в том числе и щитовидку. Гормоны это... Нормальные гормоны это отсутствие этих образований. Поэтому за гормонами нужно очень хорошо следить. Тем более, что женские гормоны восстановятся, то это уже молодость, это уже повышение качества жизни женского. Так что рекомендую Women. Кехеннен эйтары кынабын. Мусахалар үксүн сүйөкпөт мөлтөкчи, сүйөккө ордук тоогу чүгейи, ордук бу препараттардан. Оттон у каждого индивидуальные суставные боли, потому что характер заболеваний разный, причины разные и диагнозы разные. Ревматоидный артрит – это аутоиммунное заболевание. Например, он очень хорошо уйдет, например, при препаратах, при приеме продукций, которые имеют способность сбалансировать, например, вот а вот обычные артрозы, артриты, эти те же антибактериальный, иммуномодулятор, антивирус, у каждого по-разному, поэтому Омега малюн хепта при суставных болях. Кенедар, вы поймите, что эти продукции, да, это не лекарство. То есть это не анальгин, который вы выпиваете, и боль сейчас же уходит. Это продукция, вы кушаете, и организм начинает восстанавливаться. Именно начинает восстанавливаться с клеток. Если организм начинает восстанавливаться, обмен веществ улучшается. Если обмен веществ улучшается, то питание тканей, органов улучшается, и организм сам самовосстанавливается. Это не одного дня, не одного часа результаты. То есть, питаясь, мы сами себя оздоравливаем. А то, что вот фитотерапия, это не лекарство, это поддержка, чтобы организм начал самооздоравливаться. Это лекарства, которые вот могут выпили. Мен әйтәбен дә. Мен аллергияга именно хандык продукция сөп бәре булой. Мен боллаганы холбура көрәҗән страшно детестәгә үппен. Онтон билен бу сагым холбура билен бионсетте болла. Онда менек аллергиялыбын. На что? Аллергия. Нет, на что аллергия? Атон бу холбура минниге хесетак бине. Мандык туга барanya, аны маны сетак кыра огорду багара мен чакырочу мандык. Аны тек контука мандык хайыр.
Семети. Вот именно кандак продукцияны барын сөби холбаронна. Сеппин сөби. Он имеет Это очищение организма от 98 была. иммунитет, клетки, которые Кемерет топ микрофонун колбаннар булар аргиде. Ага. Иммунитет именно это те клетки, которые отвечают за аллергические реакции денсе. Тыкилери, олар буллагана иммунитет күнүрдетер буллагана именно аллергиян утары үлелер иммунитетин. Мин ол тугунан успа тох выступления ngorogum. Онна какие препараты ден, онна почему именно иммуномодуляторы от аллергии яхтахы дейди. Бесек Мен не ыйтабын кайдын? замандык. Эти биеха колобра наставник пыт таганы, она магистр медицины Элита Мустафаева даганы, количествотын потребления колобра хронических болезней до 8 штук кушать недельдер. Олата сыйхада. До 8? До 8 штук капсул. Рекомендуемая дозировка по 2 капсулы 3 раза в день. Это лечебная дозировка, где считается. Он тоннель багастакан организмом химберилымма. Она выведет. То есть 2 капсулы будет лишними. Эги наставник, скорее всего, Мустафаева, это, конечно, рекомендации Лыблади. Ага. Но я именно изучаю эту продукцию, чтобы донести до вас, беки хитедем болар Блади, не откуда-то там из Москвы, с Алматы, гендем болбатах. Я такой же человек, как и вы. Ольга Балана для своих темами холобра. Я могла бы и не изучать, и не рассказывать. Изучать только для себя. А я хочу, чтобы люди знали. Чтобы они знали, что они принимают, что они кушают, чего они хотят от этого. Как лучше делать, чтобы эффект был лучше. А не так, всю клетку приняли, у меня все прошло. Так же тоже не может быть. Хочу себе Возьми, может, пожалуйста, кушать. Я ничего не скажу. Я просто для себя, например, вот все я прочитала, и дозировка поддерживающая, оказывается, есть и лечебная день. Лечебная хватит холовра по количеству этих микро-макронутриентов, витаминов 2 капсулы 3 раза в день. 6 капсул в сутки. Угу. Омега плюс хасыр дехремордукту кейхеду. А это как хотите. Омега плюс. Как хотите. С утра можете кушать или вечером кушать. Вам как лучше? Изжоги не вызывает, да? Изжогалава. Но только ханнера акытын колбо омега деген кемерек эпсебде. С утра де? Ага, с утра. Антон, принимать трактир. Микрофон нарарниде. Оспута реген тохтахтары кихайхагаттенсеп, а то, что вот энергию дает, то, что вот движение дает, его с утра принимать или в обед принимать. Даже логически можно думать. Махтал. Что тугар эти хрящевой ткань восстанавливается, да? Он это просто, по-моему, это воспалительный процесс, только воспаление это снимать было. Потому что хрящ как исчезнет. Нет, наверное. Но это зависит от того, насколько истончена хрящевая ткань. Это коллаген бадди. Коллаген была
конечно, узкая направленность на суставы, де. Кини була ана биле суставной тохтар поверхността балдар демандагалылар. Ол егер мана ууталар. Бу ууту карбалагына uuта өскүрүгер көмөлөр, онна бу суставтарга мынык смазка курдук болар. То есть калыңатан берер бу хряштаргыдын. Аллы баккынаннар. Онна кожагытыга реген бу суставтаргыды, сосуттаргыды рембатты бар коллаген. Бартыгар тухалах. Не только суставы. Анна тюкенен, дрова, Галина Здорово. Биллинда. Биле? Тух тем вопрос тахпын. Биликра олым имбелитти хүрагынан. Оны тух тевиттерме хабарстойдук. Сүракка 2 присердия бар, левой, правой. Оны левой присердияга стенкада урбес болбут. Из-за этого как бы ол шрам кайдакты үтөрбөт. Из-за этого дилатационная кардиомиопатия деньги диагноз. Оны бу Новосибирская даже бир лака до 15 лет надо уже пересадку сделать. Оно, и, короче, отказались от нас, короче, уже ничем мы можем помочь. Оно Питер говорил, был рынок. Оно кадар в тохтяный тарым, короче, и те ахах податталла, бесы ахата, болу, юсы ебаха приступа хох. Оно те тохтяный тарым, ол урбиха үтерен хепте, и те бастыкы вопросом. Он икиз вопросом эпилепсиялах из-за лекарств, а вот болбут побочной. Был турдолар январика. Он рыкыстах были эмихебит гепатин. Оно мен баме беси яхых пататтала витабрейн берем булладе. Онна ме икки ебуха приступа хок. Оно мен дека яхпан багарам. Гепатинын дозатын кытчат яхпан багарам, либо же башы тохтодан кайхпан багарам. Оно тохти ханы. Рубец плана это фиброз. Есть очень хорошие результаты фиброз, что фиброз рассасывается при клеточном питании. Результат истебитим, отзыв истебитим, он нырпты көрбүтүм. Тохка көрөмүн, группа көрөмүн. Все-таки тох оны витаминин и эрдэ жаңын дозировкатын олох кып каралан дипакинин кычатыхын хеп болу. Кара-каралан. Минимально. Это сильное лекарство, да, которое его поддерживало. Сразу у баккан каракараланган дозировкатын куловра бири игер хабача миллиграмма бу бачаны кычаттым антон бири игер бәян хурени соннук. Оны витабрейнин оны тох кардиовитин херданде. Да, кардиовитин, витабрейн, день, ночь, он на баканчик сидит. Он tukaigan постоянно снова киллеран капсонна кениха. Киллер демаха. Ты молодец, катат. Спасибо, Анна. Здравствуйте. Мен Дарвин, племянница. Застарелая открытая черепно-мозговая травма, стрепанация черепа. Вследствие этого эпилепсия лах, ратта, постоянно пеноварбитал ярамво. Эдер тете. Это блин, один травмалам, это блин уже тете. Хатнык продукциян бабиги компания биртен ордук кенеха поддержкалыгай. Мен хөбелетәребе. Это эпилепсия тургуттан тахарар курдук. Эти основата буллагана все-таки день-ночь обязательно болот, бастан день-ночь. Он витабрейн берем, потому что витабрейн такое уникальное свойство у него, именно на сосуды головного мозга действует дур. Даже старше 70 ген уже тох организм гытын биди хинета витабрейн лан хакытын. Ол тохка эпилепсияга үчүгэй результаттар балдар ди витабрейнга. Оны застарелай боллагына колобра полностью да убирайда батаган хин тохтарын, чтобы приступов было меньше. Этинне өсө тох чеңетен итарганы баколбара те день ночь хабиллер каханы херен. Витабрейнин каста берем эле күнгө бирде касчаска бите бола ордугар болойду. Утром и вечером давайте, как профилактическое, длительно. Ага, утром и вечером. Спасибо. Длительно. Ага. Өсө бир ырына итабын да баалыста. Аномалия Арнольдеке яры деннах.
дойрона жидахмыссып. Олон тукайттан мейтер гиер. Ол болла биле мажжок на 7 мм аллара түһүләх. Аномалия олох. Оны кайда поддержканан хебе головокружение, эме витабрин. Витабрин, кардиовитин. Тоже есть Арнольда Киари. У меня опущение побольше. 7 миллиметров был батах, 2 сантиметра. У меня тоже были постоянно головокружение. Каждый день агара. У меня сейчас, например, ни мигрени нету, ни этих головокружений нету. Потому что мен постоянно меймерген маннык ки хулла держку до состояния. Оно холбора битабрин кардиобитин сүбелейте. Бу бихе компания битеттен онтон холбора врач кебе врачтан ден темага иттен тойтаргынабын. Обычно эмтертен холбора хетонан поддержкалнагаты. Бетасер. Бетасер. Ага, все, спасибо. Так, у меня все, спасибо. Пожалуйста. Вот эти джорджаннар болны ихеллерди. Ол эмтерин кытары параллельно мобихене ихеллер. Ага, параллельно ихеллер, потому что все-таки биги тохтар бит питание болалар, основа болалар булади. Онтан кыры-кыралар эмтериттен тахактарын дозировкаларын кыры-кыралан кычатан, чтобы не было синдром отмены денхимбит бар, чтобы такого не было, эмтерин кыры-кыралан тохтарын. Онны болны тухтяхпыни. Ите диагноз болгону иеттибит бүгүн ба тарага бартын. Онны кола бирге онны тугу яхпын хаби, манны тугу яхпын хаби, тинне тугу яхпын хаби дегенде. Онны кола бара манны ите хамы биле манны кодобой деп курдук, манны ырылары испехектен бар, бу манныгы ихякка хап диен курдук. Тирак манны бары бите боллар үчүн ханил даба ити киди хога бите болду. Мен враз курдук оннук рекомендациялабаппын, оннук кынам каябаппын дед. Мен эти группа врахпытым дих, основной биле картыскалах ахылары бу препарат. Продукте онна биле действиета каннык тохка ден хөвиден. Онна эсе тохуң таблица, олонеме батса баларга брагаттыхпыт. Бу продукцияларынан игер тох кирериде, какие микромагниты, онна какое их действие, онна джабар болохтары, при каких диагнозах они могут помочь. Могут помочь. Они был бы говорен такой датака, тоика, тох нахад баганигейти кирди. Олра псориазка ханнык барсари, эти артроска, артритка ханнык барсари, головокружение атох барсари инди бутити. Олин кадер мандык нахад баганигейти, нигейти бериллехтах, олонна ажу онна эппет курдук инник кадер тирах белилер ба, тирах мандык тохтар балар источниктер балар бити олар ди. Хох ол таблицага көстөгө. Это идет маха. Онну көрөккөт, что үкшүлергер составыгар базовый состав тем бары бит. Ол базовый оны узкой направленностенерден өсө состав тахты. Ол хем булагана тыста бартын манык в кучу, чтобы несколько этих бартын испек курдук. Олонна манык схематично урокка калин. Антон он лекциялары ытабы ниндин диотта. Он колобра кабинет арнам баранже бу би академия презентация кон колобра. Итан туха маннага кеме курдук үле барыду энеттү үткенде. Бесплатная консультация, конечно, там семинары, лекции будем делать. А платные, да? Я со своей стороны, например, не отказываюсь. Я, наоборот, хочу, чтобы люди знали, чтобы люди поняли, чтобы они были здоровее. Бесплатные? Бесплатные. 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 А моя вот консультация с анализами, это будет платно. Ну, это работа клиники в Алладе. Клиника какие-нибудь? Вот так. Да. Это будет. Уже беременна была, то хаста. Анна дрова, и того не добит. Ага.
ыйтабын Анна көрүбүн Викториябын. Иһин нахал бәгәһебин ди омега, витамин, ну промежутакка хый. Бартын бирге хенкебебин след или тохту хехтәхпин ду. Атанал эге ина тух хыллах оча бәгә иһергит. Онна каннык эфеге кетәһергиттен тотулуп тахтылар ди. Кини маннык кинитер. Колабара кипеннен маннык колабара элбах памин бидден кәһәрме чүйдә ветер маннык. По какой-то промежуток было дудин өдә. Ага, о минуте ду хасту булы. Мен, например, чет препараты хебинди, витамин, там кардевитин, деген хебинди, омега, ну бартын бирге хехтәхпин или тохту хехтәхпин ду. Ох, друг за дружкой можете? Хорошо, спасибо. Ага, дядя. Хәгыт, кырты колоры түһәгыт, кәпсетәгыт, онтон эме биле кемпет хир күрдү. Ялаңыт сигит дип. Хәкътен һәп друг за дружкой. Он только биле бартын бирге кутан бараңы, конечно. Ол тох биле. Бу кулахалар онда кыйстаргар әлбәх утилизация бар. Ага, һәп мактала. Сөп анна мактаны хайын, нахачы бүген бие коллекция кытыгар. Hep tuha iyidiler gitmese tabiat yer tuh tus nisne tuha takang birenge kobre tuha etbetler kıtyaka anonno belem hep kettim bitti. Aha. Belem onu takang pollağına ton beğat mi konsultasyon lekut onu etti kabinetler kolabora tuhtları da konsultasyoları ödem diye ve bunun daha çok tuha bu düğünü birge kelin ılcıtabıkkar, onun haçuy tu informasiyaları berbikker maqtanabıt tiyakka. Ulaha maqtal. Onu össe ngırıqpıt, össe tuha ılcıtıdan ngırıqpıt diyen. Manan körsühü büppet. Aha. Onun anızgı körsühüqqa deri. Össe kolobra, össe kolobra manlık bakteriyaydırbın, höbüləbəbbin. Atak новый. Например, могу еще рассказать то, что вот по продукциям еген үрепиппин еген. Ага. Молодец, Анна Демидовна, мақтал. Баргытыгар. Аны скечеп берге көрсөкка диери. Көрсөкка диери. Мактал.